Москва, Душанбе. Время пути 3 часа 50 минут. По всем интересующим вопросам обращайтесь к бортпроводникам. Старший бортпроводник Попова Светлана. Благодарю за внимание. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Marat Подкова, Access Group Company. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены 2 в носовой части, 2 в хвостовой части и 4 в средней части самолета. Все выходы снабжены автоматическими надувными трапами. Температура воздуха плюс 21 градус. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности. До выключения табло застегните ремни.
Я нахожусь в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Это равнинное место, которое уже практически на высоте 900 метров относительно уровня моря. До ближайшего моря здесь несколько тысяч километров, поэтому здесь, можно сказать, жесткий континентальный климат. Для своего приезда я выбрал раннюю весну, то есть уезжая из Москвы, когда у нас еще в лесу снег лежал, здесь я попал в конец мая, наверное, начало июня. Сразу как приехал, попробовал местные овощи, фрукты. Уже есть первые арбузы, помидоры. Надо сказать, что каждый прием пищи таких продуктов – это витаминный удар. Съедаешь какой-нибудь салат из помидора, чувствуешь, как опьянело. Такого количества витаминов в нашей подмосковной пище привозной нет и не будет никогда, к сожалению. Чем здесь хорошо? Вот от того, что здесь жесткий континентальный климат, здесь атмосфера, относительно привычного мне климата, она здесь стерильная. То есть вот радиация солнечная, вообще яркий солнечный свет, жесткий солнечный свет, он выжигает всю микрофлору. Поэтому мы дышим и горным воздухом одновременно. Здесь вон эти горы, везде снежники, видно прям. Памирские горы начинаются. И горный чистый воздух сочетается с его же стерильностью. Поэтому ходишь, и из тебя вот эта микрофлора выходит. То есть оздоравливающий эффект колоссальный. Опять же, витамины. Атмосфера. Атмосфера. Город напоминает, с чем бы сравнить, чтобы было зрителю понятно. Наверное, огромный ВДНХ. Вот, наверное, сравнить можно тут маленький. ВДНХ это маленькая моделька, а город Душанбе это огромная такая постройка, где просторно. В большинстве семей в Таджикистане молодые люди действуют по следующей схеме. Он, молодой человек, на 5 лет отправляется на заработки, четко зная, что он будет испытывать некоторый дискомфорт, может быть, ущемление, унижение, но он четко знает, что приехав на родину через 5 лет, он заработал на одну, а то и двухкомнатную квартиру. Хорошую современную квартиру, которая стоит здесь от 12 до где-то 26 тысяч долларов. А еще 2 года таких заработков, и у него хороший автомобиль. Надо сказать, что если посмотреть на автомобильный трафик в Душанбе, здесь в большинстве своем весьма хорошие, дорогие иномарки. Это и Toyota, это и Mercedes, и ряд немецких автомобилей-производителей. Поэтому сказать, что здесь как-то люди живут, скажем, не сильно богато, язык не поворачивается. Более того, в основном все таджики, они вот такие коренные патриоты. Отправляясь за рубеж, в том числе и в Россию, на заработки, каждый из них стремится потом вернуться на родину и жить с комфортом именно здесь. За моей спиной сейчас находится самый большой в мире флагшток. Вы видите его диаметр у основания. Высота этого флагштока 165 метров. На нем поднят национальный государственный флаг Таджикистана. А ширина этого полотнища 30 метров, длина 60 метров. И угадайте, какая масса? 700 килограмм сейчас.
люди. Это, наверное, вроде бы как за граница, в то же время вот, жизнерадостный народ, беспроблемный, мне так показалось. Хотя, они, конечно, у всех есть проблемы, они как-то по-своему решают, но они от этого все равно свою доброту и искренность не потеряли. Очень хорошо отношение, очень хорошее, старое, советское еще отношение к русским людям. То есть единственная страна из бывших республик Союза, где до сих пор очень позитивно настроена на русских. Естественно, считается престижным изучать русский язык. Вот зашел на рынок купить местной еды. Все натуральное, местное, таджикское, отличного качества. Вкус, аромат просто непредсказуемый. Жаль, не передает видео. Притом, при всем, вот, находясь вот в этом, ну, не то чтобы сказать, ну, можно назвать раю, я четко осознаю, что 500 километров границы с Афганистаном. И каждого советского гражданина это слово некий трепет приводит. И какая там обстановка, естественно, никто сейчас точно не может описать. В то же время вот здесь наблюдается некая определенная стабильность. Еще раз повторяю, настроение у населения ровное, спокойное, веселое. Мегаполис, и опять же не мегаполис. Идешь по улицам, отдыхаешь. Такое ощущение, что это не город, а какая-то огромная здравница, по которой можно вот гулять, что днем, что утром, что ночью. Необычный туризм. Мы ведь привыкли ехать на берег океана или моря. Нам обязательно нужно, чтобы был пляж. Здесь нету никакого моря, да? В этом прелесть, опять же, этого климата. Сухо.
чувствует организм себя по-другому, дышится по-другому. Какие-то хронические болячки уходят просто сами собой. За моей спиной сейчас находится строительство самой большой в мире чайханы. Бюджет этой постройки более 60 миллионов долларов. Я нахожусь в Парке Победы. С этой высокой точки открывается великолепная панорама на город Душанбе. Наряды, конечно, большинство барышень местных ходят в своих этнических традиционных нарядах. Это очень красиво. Это очень красиво. Это богатая эстетика. Потому что, джинсы, я считаю, это вообще как человек голый. А вот когда он идет, выражая свой собственный национальный колорит, это радует глаз и поднимает настроение, честное слово. Не могу оценить, к сожалению, кухню любого из фирменных ресторанов, потому что я лично вегетарианец, поэтому я нашел для себя вариант. Я нашел кафешку индийскую в городе и питался там. Она дает вегетарианскую пищу. И такую. Это чисто мой выбор, я не настаиваю. Кто любители там шашлыков, баранины, пожалуйста. Тут весь город рад будет накормить любого из гостей. Индийский ресторан – это действительно настоящая индийская кухня. Чувствуется по насыщенности специй, по терпкости вот этой. Здесь повар индус и готовит натуральную индийскую кухню очень вкусно. Рекомендую. Божественная водичка, просто непередаваемая энергетика. Я бы не сказал, что она даже как-то обжигает. Ощущение, она просто заряжает энергией, заходишь и выходить не хочется. Это река Варзоп. Я нахожусь в Варзопском ущелье. Здесь проходит дорога из Душанбе на Худжанд. И, собственно, вот эта трасса раньше была, это ущелье было великим шелковым путем.